Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения программа «Один из нас». И сегодня не одним, а целым двумя людьми, представителями золотых, наверное, рук, являются наши гости, которые посетили нашу студию в рамках мероприятий, которые приурочены к столетию автотранспорта в нашей республике. Именно в 1926 году, летом, в то время начальник аптечного управления, фамилию я запамятовал, но и в то время аптекари были достаточно обеспеченными людьми, привез в Якутск из Иркутска первый легковой автомобиль. Бельгийская марка Pipe. Она потом прослужила очень хорошую службу, кроме того, что была в частном владении, она потом работала, в кавычках, в школе шоферов. Да, ее передали в открывшуюся школу шоферов. Она там проработала. Потом после этого ее через год школа шоферов получила машину уже на МИ. И эту машину передали в Алекминск. Его переделали там под пожарные машины. Ну, дальнейшая история уже неизвестна. И сегодня наши гости, еще раз, это люди, которые обеспечивают целостность экспозиции городского музея ретротехники, который находится в микрорайоне Прометей. Я рад представить еще раз энтузиастов своего дела, в первую очередь. Да, это практически единственные в городе специалисты по реконструкции ретро-автомобилей. Игорь Аргунов. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Однофамилец мой, возможно, даже родственник. И Василий Сивцев. Здравствуйте. Руслан Ачиров, коллега наш, он катался на первом, получается, служебном автомобиле в республике, это Ford А. Да. Василий был свидетелем. Заправляли мы 92-й, еле как он проглотил, и в силу своей специфики получилось прокатиться только по музею. И Руслан же ездил на внедорожниках эпохи Великой Отечественной войны, это Willys МБ и ГАЗ-67. Да. В принципе, да, оценил их ходовые качества. Еще раз, самая большая экспозиция ретро-автомобилей у нас находится на проспекте Михаила Николаева, 9Г. Там располагается музей ретротехники, который изначально задумывался как музей ретротехники, да, ретро-автомобилей и так далее. Там находится более 80 единиц автомобильной мото-велотехники. Мото и вело – это отдельно. Это отдельно. Это только автомобили 80. Только автомобили 82. Да. Из них на ходу? На 90%. Машины, естественно, не свежие, им по 50 лет. Вся резина, все эти резинотехнические изделия, кожаные, сиденья, все это приходит в негодность. Это все абсолютно надо менять. Резина, она вроде бы как есть, но она вся потресканная, полопанная. В музее-то не поставишь же в плохом состоянии. Вот и приходится искать все новое. По всей республике. То, что недостающие такие детали, по всей России. Да, сейчас хорошо, что вот в интернете есть много всяких ресурсов, которые, ну, профильные вот. Угу. Вот там ищем запчасти, которые самые такие недостающиеся вот для машины, например, вот именно характерны для него. Ну, а так по технике они, советская техника же, понятно, они все взаимозаменяемые. Хотел сделать ремарку. Григорий Иванович Сальва, руководитель Кронсервиса, это крупнейший энтузиаст автомобильной техники, благодаря усилиям которого и содержится, на самом деле, вот, музей ретротехники, где каждый желающий может посмотреть, ну, воочию, потрогать, пощупать, сфотографироваться с, на самом деле, с яркими страницами нашей истории. Да? Потому что без тех же грузовиков, да, невозможно представить вообще строительство города, строительство республики в целом, дорожное строительство, ну, промышленное даже, золото тоже на чем-то добывали. Да, конечно. Есть упоминание о том, что Григорий Иванович как-то в одной беседе сказал, вот где-то на приисках, наверное, сохранились еще студебекеры, да? Дело в том, что ленд-лизовская техника, она по условиям ленд-лиза, она должна была вся вернуться обратно в Америку.
после завершения договора. А Студебекери, которые в состоянии металлолома, наверное, они где-то все-таки сохранились. И было бы интересно, допустим, потому что студер — это та вещь, без которой невозможно там золотой Алдан представить, невозможно там как колымские месторождения какие-то представить. Это очень большая страница. И я более чем уверен, что если вот вписать Студебекери именно в экспозицию музея, это будет очень хорошее. В окрестностях Амгиза был найден один из тоже первых грузовиков, массовых грузовиков советского периода, один из потомков здесь пятого, да, трехтонки Уральского автозавода. Уралзис. Да, Уралзис, по-моему. Вот да. Я фотографии видел, в каком состоянии оно было найдено и в какой вид оно было приведено. Это, я так понимаю, этот Уралзис мы привезли. При вашем участии, да? Да. Этот Уралзис изначально вот мне знакомый кинул фотографию, спросил, это что за грузовик? Посмотрели, грузовик, похож на ГАЗ-51. Но там меня насторожила одна деталь. Там из-под снега торчало вот подкрылок. И он очень был похож на подкрылок Уралзис. А потом начали сопоставлять фотографии, посмотрели. Он по размерам больше, чем 51-й. Вот. Потом собрались, поехали туда смотреть воочию. Да, точно это был Уралзис. И сколько времени заняло вот приведение этого, остова, скажем так, да? Привезли мы его примерно в это время, весной. Вот. И потихоньку начали. И когда мы его закончили? После Нового года, да? Где-то? Да, где-то. Загнали, поставили. Полгода прошло, да? Да. С грузовиками-то попроще, чем мелкими. Вот. И потом там у него получается, вот двигатель у него своеобразный. Его у нас нету. Хотя можно там поставить двигатель от того же ЗИЛ-157. И она бы поехала. Вот. Так как запчастей не было? Да, мы как он есть, вот сохранили то, что пока у него есть. Родной двигатель не рабочий, да? Да. Родной двигатель не рабочий, да, он разморожен. Эта машина там была брошена, как какие-то там лохматые 60-е, 70-е годы, наверное. Их очень мало. Их было выпущено мало. И сохранившихся тоже очень мало. Вот. И не всякий музей может похвастаться таким экспонатом. Вот. Что еще у нас? МАЗ. Та же М-ка. ГАЗ М1. Вот. Что? Вот эти вот останки ГАЗ-А, которые мы привезли с из Чоранбазы. Это первый трак, алданский трак. Оттуда привезли мы его. Потому что такие машины, они не в гаражах, не в ангарах стоят, а, как правило, на улице под снегом, под дождем. И все лакокрасочное покрытие это приходит в негодность. Я вчера же вот смотрел горбатый, который вы под клумбу переделываете. Да? Там же пороги насквозь вообще гнилые. Да? Вот в таких тяжелых случаях как обходитесь? У вас же я не видел там каких-то прессов, там каких-то подстраиваемых и так далее. Подручными средствами изготавливаем. Просто берем лист металла, там 1,5 миллиметра, миллиметровый. И обстукиваете вручную? Да, пытаемся это изогнуть. Сделали самодельный листогиб. И все, вот сами гнем пороги, углы какие-то. Вот ГАЗ-67, который мы в прошлом году собирали, там, можно сказать, почти 80% кузова полностью новый. Все мы заменили. Да, сами полностью. Вот. Крылья полностью все новые из листового железа делали. Но они не круглые, такие прямые. Да, он простой, он прямой, как бы рубленый, да. А на том же здесь, если крыло, это же мастером чеканки надо быть. Там приходится, да, вот искать донора, там что-то подходящий элемент другой машины. Тут отрезал, тут приварил, там приладил. И как получилось с этим, тоже кузов весь гнилой, правильно заметили. И мы решили купить донора. Горбатого тоже? Нет, не Горбатого, 67-го ГАЗе. Да. Вот. В Павловске мы нашли ГАЗик, человека купили, хотели как донора его пустить на органы.
А получилось так, что он во много раз лучше, чем Да, мы там вот начали рама реставрировать. сохранилась намного. У него рама вообще вся идеальная, не вареная. Мы Обратно перекинули? все перекинули на тот, который хотели на органы пустить. Мы его вот и восстанавливали. Да. Полы все гнилые были, полностью листовым железом все сделали. Также все формы, все углы, как надо. Из 2 кузовов сделали 1. Все лишние дыры заварили. Естественно, шпаклевка, грунтовка. Все, прекрасный вид. Мы на нем на 9 мая съездили. Ну, мне вот больше нравится 205-й МАЗ. Вот это, он стоял у нас на постаменте в первом грузовом. На территории, да? Да, вот это вообще легенда, он один-единственный. И его хотели сдать в металлолом. Вот Вася его выкупил за свои деньги с металлоприемки. Вот таким образом он остался один-единственный. И все, мы его поставили на ход, он живой, он сам поднялся на 9 этаж. Да, своим ходом он заехал туда. Резину родную также нашли. Хорошо она там подходит с бульдозеров, с каких-то экскаваторов. Да? Да. Мы купили 4 баллона. Там металлоприемки нашел я эти колеса. Там привезли экскаватор, порезали. Вот с него колеса были. Вернемся к 63-му ГАЗу. Да? Ну, вот вы восстановили эту автоцистерну, загнали, достойное место заняло в экспозиции музея. Да? Но я же видел 63-й, который на ходу. До сих пор. Да. Он где-то в пригороде ездит. Такой весь камуфляжный, зелено такой пятнистый. Да, одно время попадался, вот, по 50 лет советской армии. Он то щепу возил, то дрова возил. Он часто попадался. Он ездит, недавно я его видел на дороге, как бы. Эта машина была, видимо, пожарная, она обрезанная, удлиненной кабиной была, вот. Ну, 63-й, вот у знакомого есть 63-й стоит будка. Она новая, с хранения совсем, тоже на ходу. Это с даты выпуска 63-х прошло, ну, минимум 60 лет, да? Минимум. Больше. Больше даже, да? Больше. И смотрите, вот сейчас принято ругать, вот, отечественный автопром, он такой-сякой, да, ведра, тазы и все прочее и так далее, да? Но на самом деле, еще раз, образцы вот советской техники, когда страна, скажем так, из силу своей гордости просто не отказывалась от всяких. Да, были аналогии там с американскими производителями, с немецкими, да, в случае с «Москвичом». Но ведь они выпускали, мы выпускали сами все. Вот эти все детали, кузов, даже вот в силу того, что вот этот тонкокатанный металл на крышу отсутствовал, были даже модели кабриолеты какие-то, да, из-за того, что просто заводы во время войны были разбомблены. Да. Ну вот как вы относитесь вообще, оцениваете советский автопром? Он же во многом очень прогрессивный был. Вообще качественные машины были, раз они до сих пор, до наших дней сохранились. Ни одна современная машина бы столько времени не прослужила бы. И ведь до сих пор ездят. Москвичи, он по городу ездит. Ну, запорожцы, он друг наш Юра, на горбатом запорожце до сих пор ездит. У меня запорожец тоже на полном ходу. Запас прочности заложен в этих машинах очень большой, да. В Советском Союзе очень качественно делали машины. Вдвойне обидно, скажем так, за те возможности, которые мы упустили. Вот последняя «Волга», к примеру, да, которая 3105. 3105, да, которая должна была заменить вот эти «Чайки». Ну, тут получается, что у нас Союз развалился. Вот. Из-за этого, соответственно, все и развалилось. И было и выпущено-то по разным подсчетам там, в интернете, если посмотреть, там от 80 до 130 там, машинокомплектами. Там. Вот у нас, которая стоит, это 87-я машина по счету. Вот. Потому что на шильдике там выбиты номера от единицы. И у нас написано 000087. Да. Это машина... Вот если представить, что их, допустим, ну, грубо говоря, если всего лишь 150 единиц было выпущено,
за такой короткий период. Это середина серии, да? Ну и все, вот у нас... Да, с опытными образцами, там были 3103, там более другая версия. Вот. И вот в нашем музее эта машина присутствует. Да. Ну, V8, это серьезная заявка? Да, там V8, этот двигатель разрабатывался именно только для него, как пишут. На основных узлах агрегатах, вот восьмерочного двигателя, там поршневая, говорят, восьмерочная. Там же есть еще один монстр, который Михаилу Ефимовичу служил, да? Служебный автомобиль первого нашего президента. 3102. Да, губернаторской серии, который. Да. С тойотовским, по-моему, двигателем. Это с ателье «Техносервис», который в Нижнем Новгороде дорабатывали эти машины. Там стоит японский мотор, японская коробка. Ну, там был холодильник, там, видимо... Мини-холодильник, кондиционер, кондиционер, электростеклоподъемники в то время. Да. На «Волге». Да. Это все дело представить на самом деле очень... Это вот последняя служебная машина Михаила Ефимовича Николаева. Есть фотографии, где он рядом Да, специально баннер заказали. С этой фотографией. И у нас же вот 26-й год, он юбилейный не только в отношении столетия автомобиля, да? У нас же много других юбилеев. Василий, может, да, в этом добавить? году год богатый на юбилей, да, на автомобильную тему. Например, вот столетие первой машины, да, вот. Вот у нас в этом году получается даже 120 лет первому профессиональному шоферу Петру Машицкому, да. И потом получается вот 80 лет Победе ГАЗ-М20. Потом получается 70 лет Волге вот этой 21-й. Потом сколько? 70 лет Москвичу. Вот. Год богатый на юбилей в этом году. Вот. И, в принципе, ну, как сотрудники, получается, музея, в принципе, надо было это дело-то чем-то отметить, потому что, ну, энтузиастов же, еще раз, в нашем городе хватает в частном владении есть достаточно много ретро-автомобилей, которые очень редко попадают. Вот серия скорой помощи, у вас очень много автомобилей специализированных, да, есть газик пожарный, есть несколько разновидностей карет скорой помощи, которые вы уже вывозили на какие-то мероприятия, да? Вот как это обычно выглядит? Ну, вот на скорой помощи вы же рассказывали то, что... На скорой помощи мы просто... Прокатились по городу. Да, приурочили эту пандемию, нигде сходок никаких, все под запретом было. А мы сами просто решили прокатиться и вот приурочили День медикам. Заранее, конечно, с ними связались, они к нам подошли, и мы их сразу же усадили в машину, они нам показывали маршрут. В общем, была у нас график, скорая помощь, ГАЗ-22, Волга и Волга ГАЗ-2402, универсала. Все скорая помощь. И сопровождение Москвич-408, ГАИ. Гаишные. Ага. И вот мы таким экскортом с медиками проехали к первой поликлинике, там постояли, пофотографировались, люди там все довольные такие. И потом поехали мы по всему городу, прокатились к станции скорой помощи. Вот. Оттуда вышли медики. Вот. А водители сами вот современных карет проявили интерес? Ну, сходил в гараж, я позвал. Да. Все водители, которые были свободны от смены, все вышли, тоже там пофотографировались возле машины. Ну, увидели, на каких машинах работали их отцы и деды. Про отношение к людям в Советском Союзе одна такая тоже ремарка. Я видел ЗИМ, по-моему, да? Скорая помощь, фотографии. То есть пациенты скорой помощи в Якутске разъезжали на лимузинах ЗИМ, я так понимаю, да? Да, их было несколько штук. Да. В Якутске. Это лимузины же, это правительственная машина. Да, это правительственная машина.
И комфорт, ну, там не было лежачих мест, но... В советское время... Почему не было? Было, да? Было. То есть загрузка задняя была? Да. Да. Также багажник открывался, и по рельсам носилки закатывались. Просто задних сидений не было. В советское Вот у нас время... фотографии в машины музее как- есть на стенде? Да, я видел. Ага. Вот в советское время же машины как они разрабатывались, они же многофункциональные были. Те же вот автобусы, например, вот ЛАЗ, да, был. У него же спереди вот эта часть открывалась, и он получался передвижной госпиталь, как бы. Вот те же самые автобусы, пазики, вот эти круглые раньше были. У них уже все сзади вот эти, вот даже современные, которые сейчас бегают, ну, не те красные вот эти. Вот. И у них вот эти тоже задний же люк здесь открывается. Вот это специально все сделано для этих. Как бы, Целей. Для Да. спецслучаев, да? Да. Лимузин в роли кареты скорой помощи, это, да, это очень сильный, на самом деле, фактор. Потом я видел вот этот ПМ, да, спецмодификацию ГАЗ-69. Да, пожарная. Тоже, в принципе, очень большая работа проделана там. Да. Ярослав Арбугин, который до недавнего времени вот в музее работал, он рассказывал то, что очень много деталей восстанавливали, даже держатель багра, там, Да. лестницу вот эту и так далее. Ну, Все по чертежам, все с интернета. Все по картинкам. Там Мы стараемся сделать максимально приближенно к стопроцентному оригиналу. Чтобы люди, которые знающие, могли увидеть и сказать: о, да, действительно, они так пришли, о, там у вас там не так, это все ерунда, это не оттуда, это не так. Вот. Максимально пытаемся создать первоначальный вид, какой он вышел с завода. Для этого восстановления газика мы специально с пожарниками связывались, искали знакомых, друзей, где-то у кого-то запчасти. Нашли одного пожарника, у него, я не знаю, откуда он взялся, у него был ЗИЛ-131 пожарный. В ограде у него дома стоял. списано. Вот. Нам не хватало кофры. Кофр — это куда пожарные рукава складываются наверху. трубы типа. Трубы вот эти, ага. Могли бы, конечно, все это сделать самодельно, но некрасиво. Хотелось, чтобы оригинально было. Пошли к этому человеку, переговорили так и так, сказали, что мы с музея восстанавливаем. Он как-то сразу же согласился, говорит: пожалуйста, если музею надо, типа забирайте. Ну, Вот мы его у него взяли. И все, вот. Потом у пожарников юбилей какой-то был. Ну, они уже знают, что газик на ходу, все, музей стоит. И посетили наш музей. Там целая делегация была. Да. Всем понравилось. Все руководство вот эти вот пожарных частей республики. Вот они Да, приезжают. все республики, Да. вот у них такая... Приходили, смотрели. ну, на самом деле, еще раз, очень большое дело, товарищи, делаете, потому что сохранение нашей истории в первозданном виде, это на текущий момент это занятие достаточно дорогостоящее. Да? И многие представляют, что там все коллекционеры, все реставраторы, они очень богатые люди, поэтому вынуждены этим заниматься. На самом деле нет. Вы же обычные автомеханики, получается, в кран-сервисе, да? И просто специализируетесь, скажем так, на реконструкции старой техники. А вот, смотрите, возьмем, к примеру, зоопарк. Да? Там есть, к примеру, животное одно, которое занесено в Красную книгу. Какое-то учреждение берет шефство над ним. Типа там вот шефство над рысью, допустим, осуществляет такое-то предприятие. А та же скорая помощь, те же пожарные МЧСовские, да, они не проявляли желания там, взять шефство вот над содержанием сохранности того или иного экспоната, который история их предприятия? Нет, такого нет. не было. Ну, Да. они даже и не знают, что мы делаем такую тематику. Пожарная у нас как бы недавно пришла идея, потому что скорая помощь как бы есть, а больше других, как ГАИ машина есть, а все, пожарной не было. И решили сделать пожарную машину. Да. Нет, но если бы такая идея была бы... Да, это если такая подспорье идея было была бы, это было бы очень хорошо, да. Потому что у нас есть останки того же УАЗика, вот этой буханки, которые сейчас бегают, до 65-го года выпуска. Вот.
там эта машина вот снаружи только вроде похожа. Она кардинально другая. Вот. Вот было бы хорошо его восстановить, вот как скорая помощь. Это скорая помощь машина, да. А база есть, да? Ну, в смысле, машина Да, есть сама? Да. Да, сама основа. Основа есть, да. Довольно-таки неплохая, да. Вот. Ну, конечно, там много не хватает деталей, вот, которые именно вот у него. Вот современного УАЗика, вот это современного буханки, вот, например, взять задние двери, туда поставить не получится. Там все свое. На вид они одинаковые, но там немножко разные. Вот. Например, у того УАЗика нету боковой двери, как на современном. Только задняя загрузка. Вот. То же самое, вот, пол там совсем другой, да, там. Запаска уже вставляется не как на современном сзади, а сбоку там. Вот. Салон спереди вообще другой. Вот много там этих. Моторный отсек совсем тоже Да. другой, не такой, приблизительно как на ГАЗ-66. Водитель, пассажир отдельно. Не так, как в буханке, спокойно. У вас, я видел, много мототехники, да? Это же тоже частные, скажем так, владения, которые представлены в музее, да? Ну, интересные же там есть и ирбисовские мотоциклы, Да. и ижевские Нет, мотоциклы. если собирать- Мотоциклы же в Якутии очень любят. Я вот Да. сколько помню, да, в деревне мотоцикл чуть ли не главнее считался. Ну, если газик есть, это уже люкс, да. А в целом обычный народ передвигался же на Нет, но мотоциклах. в то время же машины же не у каждого были они, а мотоциклы почти, считай, у каждого были, да. Но там сейчас у нас мотоциклы есть, но весь модельный ряд собрать там пока еще не удалось. Даже вот если взять только мотоцикл «Урал», весь модельный ряд, если собирать, их там очень много. Урал, На вид- Днепр, Ирбиты, это... На вид они вроде бы одинаковые, но они разные. Вот. Я помню, когда проспект был закрыт для частных машин, да, и тут же ездили только вот служебные автобусы, в то же даже время. Если вот представить трафик Якутска тех времен, то по всем дорогам, которые ну, в таком состоянии были, да, не чета современным, очень много было мотороллеров, мотоциклов. Да. Дядя мой хирург, он в городе жил в Сайсарах, ездил на работу на мотоцикле, да, или там на рыбалку на мотоцикле. Очень популярный был вид транспорта, который, ну, забывать не это. И, конечно же, мечта всех советских мальчишек – это линейка мопедов, да? Мопедов и мокиков, которые у вас тоже представлены, начиная от там, Зифа и заканчивая там, Карпатами, которые считались ну, как небольшие мотоциклы. 90-е годы. Да, в 90-е. Особый шик был Карпаты или там верховину иметь у пацанов. Да? Вернемся к автомобилям и к автомобильной тематике. Вот я назвал тему шефства, это как бы хорошее подспорье было бы, допустим, для тех же Да, работ. было бы очень хорошо. Для номенклатуры работ, да, поэтому, в принципе, можно приурочить, опять же, к столетию автомобильного транспорта и так далее, и попробовать, ну, как модно сейчас говорить, аутсорсинг, да, поискать и под разработку конкретного. То есть уникальный УАЗик, который служил в скорой помощи, к примеру, да, но он совсем другой, нежели те буханки, которые позже были в 70-е годы, 80-е годы. Это 50 какой год, Василий? Они выпускались с 57 по 60, а с 58 по 65 год. По 65-й. Да. Ага. Даже первые буханки, вот эти, у них двери не так открывались, как обычно, а они вот так вперед открывались. Но их было мало, да, их несколько тысяч первые только, а потом уже как обычно вот эти стали. Кстати, двери у них тоже разные, вот эти. Там тоже отличается вот от современных, вот эти же двери. Так что отличий много. Да. Еще одна работа ваших экспонатов – это съемки в кино. Да? Вот в хорошем фильме «Рядовой Чарин» полуторка снималась, да? Да. Которая у вас же стоит, Да. газовская. Газовская же получается? Да, ГАЗ. ГАЗ АА. ГАЗ АА. Ага. И часто ли обращаются вот, деятели кино и прочих искусств к вашим этим? Ну, так-то это как бы... Раза 3.
Ну, первый раз, наверное, это было. Потом До этого тоже просили. Там то ли ролик снять, то ли не в кино, а вот именно для типа роликов в основном. Ну, это да, бизнесмены часто просят. мы потом да. еще ездили это на «Москвиче», на гаишном я ездил. Вот. Там снимали тоже какой-то детективный этот, короткометражка, что ли, была. Там, вот. На самом деле у Ярослава очень хорошие наработки. Он же подготовил книгу к летопись якутского автотранспорта. Да. В принципе, еще раз я бы хотел указать, что такие материалы есть, и к очень хорошему юбилейному году, который не только столетие автотранспорта, да, но еще и столетие 120 лет Петру Машицкому, человек, который воспитал огромное количество профессиональных водителей. Да. Да. Легенда есть, как Машицкий в свою «М»ку пихал там сколько, 2 куба дров и возил, в принципе. Да. «М»ка вот это на ходу же, Ну, в принципе. можно туда напихать 2 куба, да? Да, восстановить реконструкцию, скажем так, историческую. Да, было Тоже бы старого неплохо, города. да, вот эти вот. Есть старые фотографии же, вот, которые были сняты тогда, например, с той же «М»кой, да? Вот тут на проспекте же стоит вот этот дом, который... вот, Казначейство. вот Академия наук. ну, возле Туймада, вот, ну. магазин. Там же стоит вот эта фотография. Вот можно было его вот так сейчас поставить, вот, например, через Реконструировать. столько-то лет вот такую же фотографию сделать. Вот. Ну, на самом деле, если обратиться к Это Григорию было бы Ивановичу, хорошо, я да. думаю, что как энтузиаст своего дела, как человек, который огромное количество души, сил, средств даже вкладывает в содержание такого интересного явления, как музей ретротехники, я думаю, он согласится еще раз в честь юбилея, в честь этого. Вот главное, чтобы нужна какая-то инициатива, нужна какая-то... Потому что интерес... Вот я представил себе автопробег. Я вчера разговаривал уже с соответствующими людьми, да? Автопробег в честь столетия автотранспорта из ретро, собрать частников, попросить Григория Ивановича, да, выделить какую-то часть экспозиции для того, чтобы вот сделать кавалькаду и Да, вот, например, взять фотографирование. вот, именно вот не просто вот эти вот те же «Волги», да, вот, а оттуда взять вот эти вот спецмашины, например, ту же скорую помощь, тот же этот газик, вот этот. Пожалуйста. Ну, да. Вот тоже было бы очень хорошо. Я в 2018 году попытался на ГАЗ-69 просто на 1 мая проехаться, как одиночка. Просто даже не знал, к кому пристать, к кому прибиться. Так меня близко даже не пустили. Пропуска нету. Ты кто такой? Куда едешь? Зачем? Отворот, поворот. Специализированная колонна, там 10, 12, 15, Колонну. возможно, 20 машин. Это было бы вообще очень зрелищно. И здесь остановиться, вот здесь на площади Да, Дружбы, тут устроить постоял, там постоял. экспозицию такую передвижную. Да. Очень большой интерес горожан, и жителей республики был вызван. Люди специально приезжали из близлежащих улусов, районов. Поэтому, я думаю, согласовать можно, потому что, ну, проводы весны же проводят. На катках там туда-сё и так далее. Я думаю, из той же истории. Юбилей вот автобусного маршрута первого. Как в Якутске начал курсировать автобус. Вот можно тоже автобусную тему, вот, Сепавхан или кем там, Союз авто там. У нас нету уличной как бы стоянки, да. А на 9-й этаж автобус не залезет. И как бы... При всем желании туда не залезть. Ворота не позволят, да? Не то, что ворота там... Там же по серпантину мы поднимаемся. Эстакада, да. Даже вот эти вот машины, вот грузовики, они же тоже... Еле-еле. Ту же «Катюшу» мы туда поднимали, это 151-й. Это было вообще ад. И «Катюшу» в разборном виде. Да, каждый этаж Установка там надо отдельно. Это... Каждый этаж, радиус поворота не хватает по серпантину подняться. И вот в несколько приемов каждый этаж. Да, 3-4 приема поднимались. Вот из-за того, что радиус поворота маленький. Эти 9 Установку этажей. отдельно потом завозили. И все там уже в музее монтировали. Товарищи реконструктор, я вот все-таки как журналист с большим стажем, как человек, который и в общественной палате города состоял, и обозреватель, скажем так, муниципальных вещей, я все-таки попробую переговорить еще раз. Дата памятная, она официально не отмечается, да бог с ним. Да. Но в памяти людской, потому что огромное количество людей работало в автотранспорте.
Да, но сейчас получается, как бы все автомобилисты, от мала до велика, получается, все же имеют частные машины, все чем-то связаны с этим. Потом было бы интересно всем. Вот. Тема интересная, конечно, да. Если получится у вас, мы, конечно, только за. Постараемся все-таки. Я не обещаю, но постараемся, потому что даже согласовать вот перекрытие улицы для того, чтобы... техника своеобразная. Там на иных же даже зеркал нету. Да. Заднего вида, боковых зеркал. Да? Поэтому вот Руслан, когда ездил, специфику, скажем так, управления старинными автомобилями он отмечал. Все-таки расширить зону охвата экспозиции музея ретро-техники, с которыми мы вот уже полгода уже как делаем, еще раз, в рамках программы «Утро Якутии» тематическую рубрику «История вещей», которая в этом году посвящается столетию автотранспорта республики, без которого невозможно представить ни «Золотой Алдан», ни общественный транспорт города Якутска, ни какие-то социальные службы, почту, милицию, скорую помощь. Очень много частных автомашин было. Первые москвичи, которые в частное пользование они вышли, они, в принципе, пользовались такой достаточно большой же популярностью. Есть очень интересная разработка. 410-й «Москвич» — это первый кроссовер, который... Слова тогда такого не было, кроссовер, да? А «Москвич» 410 с легковым кузовом, но шасси от внедорожника он был. Да. Он был. Интересная очень разработка, и, еще раз, очень прогрессивными такими моментами. Куча автомобилей и легкового, и грузового класса, они с уникальными разработками. В Советском Союзе инженерная мысль работала на опережение, работала с большим запасом, работала ничем не хуже зарубежных аналогов, в чем-то даже превосходила зарубежные аналоги. Поэтому спасибо огромное, товарищи реконструкторы, что держите в таком классном состоянии вот эту вот технику, которая напоминает всем нам о нашем славном очень прошлом. Да? И вчерашний вот я заходил в гараж горбатый, который в виде клумб. Да пускай даже в виде клумбы, но будет много таких ярких пятен, глаз радующих. Ну вот тут же стоит вот «Москвич», да. Возле банка Татты. Да. Очень много мыслей, которые... Мне, как журналисту, мне, как интересующемуся темой автомобилей и так далее, вот этот вот разговор с двумя замечательными людьми, с Игорем Владимировичем Аргуновым, Василием Василием Наумовичем Сивцевым, которые, огромную вот эту экспозицию содержат в форме, содержат на ходу, навеяло. Поэтому много мыслей, много идей. И я буду держать вас обязательно в курсе. Спасибо, что приняли участие. Спасибо за хороший разговор. Простой, искренний, душевный. Я думаю, что вот даже те предприятия, которым положено, еще раз, чем экспонат музея «Пожарная машина» отличается от «Рыси», да, на котором есть предприятие «Шеф». Ведь каждая машина – это живая страница истории нашей страны. Увидимся.